Доброе утро. Красота. Сегодняшний день мы начали с подъема в 7 утра, потому что за этот день нам нужно добраться до Теплого Ключа, собрать лодки и, соответственно, выдвинуться на автомобилях в сторону города Якутска. На моей памяти это самая быстрая смена погоды, да даже не погоды, а времени года. Если в первый день сборов нашу поездку мы ходили в шортах, то сейчас идем по снегу. Вот. Лес стал еще красивее, то есть мы застали и лето, и осень, и, можно сказать, зиму. За одну поездку мы попали во все времена года. Выезжали, мы еще купались в Якутске, а уезжаем с нашего места, куда мы приехали, уже зима. Прикинь, я только что так сказал. Да? Мысли, значит, тогда. Мысли. Не, нормально, нормально. Шутка. Реально, когда мы собирались, во мне купались. Будем искать? Мы вышли чуть раньше, чем вся группа. Нам нужно заклеить лодку, которую мы порвали. Вот, будет ремонт. Ну и, соответственно, потом уже часть группы подойдет. Мы запакуем вещи и будем выдвигаться в сторону Теплого Ключа. С утра мы не успели позавтракать, просто попили кофе. Сейчас восстанавливаем водный баланс. Едим снег и пьем воду. Едим снег и пьем воду. Да.
Выпало много снега, ну, достаточно много. Все опасные места, камни скрыло под снегом, спрятало. Поэтому не видно 100% куда наступаешь. Я, если Вот. честно, еще отвлекся на этот рации, что-то, ну, тоже лишнее движение, да? Нажать. И в этот момент подскользнулся. И, надеюсь, просто вывихнул. Пальцы бы не двигались, да, если бы сломал. Да. Я по большим пальцам чувствую, пальцы чувствую. И боли, сейчас боль уходит. Ну ты просто резко потянул мышцы вот в этом месте. Не, у меня вот здесь что-то хрустнуло. А я думал, что перелом. Я поднялся, вроде бы нормально, наступать немного больно. Сейчас с палкой пойдем. Ребята взяли мои вещи. Нам осталось недолго. Ну, я вот вижу уже долина, да? Да, это долина реки. Вон, долина реки. Сейчас дойдем, не будем останавливаться. Поехали. Когда снега мало, а под снегом все двигается. Камушки, веточки, корни. Че мог-то потянуть или что? Просто... Ушиб. Друзья, сейчас мы греем чайник. Вода нужна для того, чтобы разогреть клей, чтобы клеить лодку. Сейчас она, когда нагреется, мы туда поставим банку, чтобы максимально все, клей был в рабочем состоянии. Я сейчас переоделся, перемотал эластичным бинтом ногу. Там есть, опухает, в общем, сустав. Но в целом вроде как боли сильно нет. Вот, ну, очень долго я так никогда не одевался. Ну все, сейчас ждем ребят. Они еще и нашли рацию, которую мы потеряли. И сейчас подойдут скоро на лагерь. Вот чтобы приступить к ремонту, нужен клей. А клей, так как у нас сейчас температура, такая, скажем, не тепло, клей он у нас белеет и густеет. И чтобы его довести до рабочего состояния, его нужно подогреть примерно до 22 градусов. Ну, хотя бы до 20. Мы греем чайник,
опустили туда банку. Здесь уже смесь готовая, ацетон с клеем. Правда, сейчас уже не видно вот этого белого, ну, вот немножко осталось. Немного переворачиваем, ставим обратно в кипяток и ждем. Уже выключить. Клей должен стать прозрачным, максимально прозрачным. Тогда он становится рабочим, можно работать с кисточкой. Конечно, нам такое количество клея сейчас не нужно, но все же смесь должна быть однородная. Глубоко. Надо какое-то место изобразить. Так, ждем немножко. Так. Берем клей. Клей сейчас будет белеть. Это, естественно, его, как сказать, реакция на влажность. Много клея не надо мазать, потому что если будет толстый слой, не будет плотного прилегания и, соответственно, герметичности не будет. Нужно тонкий слой, но промазывать все участки. Все. Натуральный, обогащенный витаминами. Доширак. Замерзла. Это мне? Дай ему. Ложкой мне. Это вот в дошираке было. Ложечкой все кормим. А в икре калории есть? Нашего оператора Да. Петра. Спасибо. Подогреваем поверхность газовой горелкой. И заплатку. Видите, клей побелел, он набрал в себя влаги, впитал в себя влагу с воздуха. Поэтому вот такая реакция у него. Мы немножко его подогреваем. Убираем газовую горелку. И аккуратно прикладываем на место повреждения. Вот где-то она схватывается, и она повиснет сейчас. Сейчас мы ножницами подрежем углы, чтобы ее не сорвало. Берем опять газовую горелочку. Не приклеивается. Тут что-то схватывается.
Берем шпатель, ну это может быть лопатка, ложка, и выравниваем, прикатываем. Конечно, это временная заплатка. По приезду в город это нужно будет переделывать и делать нормальный ремонт. Ремонт уже произведен, временный. Условия, конечно, не для ремонта. В идеале нужно ставить палатку. Палатку, чтобы клей ложился без влаги. Сейчас он с влагой. Но это временная заплатка, повреждение небольшое, поэтому мы доберемся и с таким ремонтом. Сейчас подождем, пока клей прихватится. Я думаю, где-то в течение часа должны будем стартануть. Короче, лодку разгрузим в детишку и спустимся. Эту лодку подразгрузим, чтобы она легче шла на полуспущенном дне, на спущенном дне. Сейчас 3-4 поворота, и там уже не будет сложных перекатов мелких. Поэтому лодка спокойно пойдет своим ходом. Петр, смотри, короче, вот мы тебе подключили, да? Сейчас сюда что-нибудь поставим такое легенькое. И когда вот будешь ехать на ходу, включаешь подкачку. Вот, пусть она у тебя вот так здесь стоит. И будешь так контролировать давление. Тебе будут ребята говорить, что ты подкачал, ты будешь подкачивать. И вот так будем ехать. По-другому никак. Потом спустил уже дно. Конечно, можно найти что-то более экстремальное, но у нас идет снег, у нас спущенное дно, нас в поворотах несет как в дрифте, то есть
очень-очень на сплаве. Местами идем прямо сплавом. И только вот благодаря Юрию, который знает эти места, он подсказывает повороты. И плавненько заходим. Впереди идет Женя, тоже на него ориентируемся. Ну и в целом у нас облегченная такая лодка. То есть основные вещи мы раскидали. Но мы дошли сейчас до устья Сакырыра, река Сакырыр. Далее до Восточной Хандыги полегче будет, да? Совсем просто. Совсем просто, говорит Андрей. Так что скоро-скоро мы должны дойти до теплого ключа. А почему не туда? Да потому что это второе русло пошло право, оно мелко. Блин, дрифт жесткий вообще. Ну ничего страшного. Ты-то видишь? Пусть качает. Черт. Вообще она просто дрифтом идет. Дно мягкое, да? Блин. Осталось там кусочек такой, чтобы из этой говны. О, блин. Не, там другое, там русло второе, оно там много ручейно рассыпается, и мы в него не это, там вообще упарит. Всё, блин, надо, я что-то не сориентировался. Да, садись, Петя. Этот мотор скинь. Сейчас я сделал. Сразу завожусь, еду, да, или что? Нет. Сюда же, да? Давай до стоянки сплавимся. Жарко так стало. Охота раздеться И окунуться. и окунуться в воду. Иди. Хорошо, что я взял шортики. Дик. Дик у нас экипирован по полной. Это член нашей команды должен быть да, да, брат? Сейчас мы уже идем по реке Восточная Хандыга. Здесь у нас остается 13 километров до теплого ключа. И, как видите, снег закончился, но мы все мокрые, поэтому решили пойти немного сплавом, немножко подсогреться. Ты не заснял, да, когда я тебя ногой обгонял? Нет, конечно, у меня телефона не было. Сейчас обгонишь. Дерзкая даже, как можно так выразиться?
Нежно выносят нас в бассейн речки Восточной. Друзья, ну что, мы прибыли в Теплый Ключ. Фу! Видели солнце, да, тепло. И завтра будет хорошая погода. Но наша задача сейчас все собрать. Отходит. Пока мы собирали лодки и загружали автомобили, наступил вечер. Было принято решение переночевать в Теплом Ключе. Нас к себе в гости пригласил Юрий. Вечером после ужина он начал чистить рыбу и поделился с нами интересным способом чистки. После того, как рыбу извлекли из сетей, привозишь ее в разделочный цех, и рыба вся вспарывается. Это первая операция. Она вспарывается, складывается. Затем берется уже вспоротая рыба, и начинается извлечение кишек. Подсекается поджаберные раковинки, забирается вместе с жабрами и с кишками. Все уходит. Всего несколько движений. Все. И это все получается вот таким макаром. Раз, потом прогоняется все. Это можно использовать еще с ложкой. Делается так. Подсекаются жаберные отсеки. Жабры отрываются, вместе с кишками удаляются. Ложечкой проводится и удаляется кровь. Все. Это уже рыбная продукция. Делать надо это все с чувством, с любовью. Тогда все будет получаться. На утро мы выдвинулись в город. Казалось бы, все приключения остались позади. Но нет. На обратном пути нас тоже подстерегали сюрпризы. Друзья, у нас просто вообще непонятные дела. Скорее всего, приказал долго жить бензонасос. Машина заглохла. Принудительно на остатках газа запустились. Едем, вот до Итикюля осталось 7 километров, и газ кончился почти. Сейчас еду тоже на остатках газа. Вот так вот бывает.
Трудности закаляют. Проблема в том, что в Чурапче точно есть газовая заправка, а вот в Текюле точно не знаю, вроде была, но приложения нет. Так, сейчас Евгений отцепит прицеп и нас дотянет до Этикюля. Нет, не стерха этот. Мгм. Короче, мы думали, что бензина нет, но бензин залили 20 литров. Все равно так же. Сейчас на бенз переключусь. Все, сразу. Да, Женьке звоню тогда. Или как, звоните мне. 20-ку залили в бак и все равно не заводится. Не заводится? Не. Ну давай, что тогда едем за вами. Давай. Ага. Так. Пойду завяжу прицеп. Хватит. Ой-ой-ой. Ты не замерз? Пока нет. На взводе. Так, ну что, сейчас мы идем до газовой заправки. Бензонасос точно не работает. Приключения не закончились. Так, у нас трос на 10 тонн лопнул. Тогда с такой скоростью пойдем потихонечку. Да-да. Так. Это да. Это заезд. Да, руль как на зеле, да? Нет, на зеле как раз таки пальцем крутишь. На газ 53-м. А, на 53. Пока не осоедините. А? Не осоедините. Ну вот. Почему? А, пока меня соединять. А, чтобы отъехал, потом завести. Да, конечно. Я сегодня понял, что можно
запустить принудительно машину на газу, то есть если не работает бензиновый насос. В целом не знаю, как это с холодного заводится, потому что датчик срабатывает по температуре охлаждающей жидкости. Но в целом, если есть Webasto или Бершпехер, то можно предварительно нагреть антифриз. Поломка в пути и пути ее решения заняли у нас определенное время. Именно этого времени не хватило, чтобы погрузиться на последний паром. Ночевали мы на берегу, но зато с утра отчалили от берега на первом пароме. 6 утра началась погрузка. В общем, мы сейчас попали на паром. Итого дороги провели 3 дня. Нога уже как у слона. Сразу по приезду в травмпункт надо зайти. Даже по дороге в травмпункт я не осознавал серьезности полученной травмы. По ощущениям не было сильной боли, и это было очень обманчиво. По-хорошему надо было посетить травмпункт еще в Хандыге, но вышло как вышло. Сделав рентген, из травмпункта меня сразу направили в травматологическое отделение РБ-2, где была сделана операция и поставлена пластина. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу травмпункта, а также Республиканской больнице номер 2 за оперативную и высококвалифицированную помощь. Сейчас уже по прошествии 3 месяцев все постепенно приходит в норму, и одновременно с этим выходит заключительная серия нашей поездки в Восточную Хандыгу. Первые 3 серии монтировались еще в лежачем положении, так как сидя нога мгновенно отекала. Каждая серия была очень волнительна и интересна. Если сказать кратко, работа над монтажом очень украсила процесс восстановления. И сейчас, холодными зимними днями, особенно интересно пересматривать эти кадры, где запечатлены виды и пейзажи нашей неповторимой Якутии. И я счастлив, что смог испытать на себе все эти приключения.